До официального зажжения главной елки страны остается всего 3 дня. 15 декабря площадь Алато превратится в центральную новогоднюю площадку Бишкека, но уже сейчас здесь кипит работа. Монтажники, электрики, дизайнеры и сотрудники муниципальных служб готовят площадь к одному из самых долгожданных моментов зимы. Сегодня мы заглянем в самую сердцевину подготовки и узнаем, как будет выглядеть площадь Алато в эту зиму. На все эти вопросы ответит нам вице-мэр столицы Виктория Мозгачева. Металлические конструкции уже подняты, гирлянды проходят проверку, а будущая прогулочная зона обретает очертания. Подготовка, конечно же, началась намного раньше, чем мы начинаем оформлять такую видимую часть работы, уже выполнять, которая на площади уже производится непосредственно. Буквально в начале октября у нас уже было заседание, первое заседание рабочей группы, штаба по подготовке к Новому году. Определены задачи, цели, потому что вот всегда мы читаем комментарии, сейчас соцсети это такой инструмент связи с горожанами, с общественностью. Да. И если там вот мы читаем комментарии, вот очень много задается вопросов, а кто решил, а почему вот там поставили, а почему цвета выбрали, да, очень много вопросов, очень много нюансов. И хотелось бы просто рассказать о том, что вообще концепция оформления, она смотрится комплексно. То есть это не так, что один человек захотел, вот давайте сюда елку поставим, или давайте вот в этом месте поставим, или вот, а вот этот цвет лучше подойдет. Абсолютно нет. То есть работает целая команда. Главное отличие от всех предыдущих – елка стоит в новом месте. Теперь она на северной стороне площади, у памятника Манаса. И именно это решение обсуждают больше всего. Помните, всегда раньше елка традиционно стояла именно на северной стороне площади. Да. А потом было принято решение, мы один год перенесли на фонтанную часть. У людей тоже очень много было недопонимания, а почему сюда, почему именно здесь. И вот за последние годы мы постарались выстроить такую концепцию классического оформления елки, но со своей идеей. Вы знаете, выглядит со стороны дорого-богато. Со своей мыслью, да. И вот первая елка, которая была на фонтанной части, она была просто вот такая оформлена разными цветами, шарами. А на следующий год мы делали шатром эту елку и оформлена в таких тоже ярких Это было, цветах. кстати, излюбленное место. Очень много любили вот на фронтальную камеру, да, фотографировать и смотреть вот этот вид. Очень много красиво. мемов было, очень много рилсов было. Конечно, это не может не радовать. В прошлом году с учетом реконструкции площади и с учетом того, что мы уже начали работать с северным сиянием с компанией, у нас и каток устанавливался. В том году он был очень небольшого размера, он порядка 400 квадратов всего был. Но была многочисленная зона для развлечений, фуд-зоны, тот же маршмеллоу, горячие напитки, бозо, куру теплый, глинтвейн, да, вот очень большое разнообразие всего было. Но мы елку поставили, опять же, на фонтанной части, ближе к киевской расположению. И вот вначале тоже многие не понимали, а почему цветовая гамма такая выбрана. Кстати, в этом году многие предлагали снова использовать золото и красный. Еще одна трансформация – это каток. Если раньше это был небольшой островок, то в этом году он занимает почти весь центральный периметр площади. А в этом году, когда мы прорабатывали общую концепцию, общую идею, с учетом того, что все-таки многие говорили, хотелось бы каток побольше, чтобы больше количество людей помещалось, чтобы было более комфортно, чтобы было более атмосферно, потому что когда мы начали варианты просматривать, как его можно разместить, чтобы это было действительно интересно. И вот самый удачный вариант, мы посчитали, что это будет именно вокруг основного большого фонтана. И в общей сложности, когда специалисты посчитали, это порядка 1500 квадратных метров, то есть спокойно порядка 700 человек могут одновременно кататься. Я думаю, это очень такие хорошие условия для горожан, для гостей столицы, при том, что полностью обеспечивается прокат катков, полностью заказали новые коньки. Коньки полностью новые, размерный ряд весь заказали. Есть услуга, когда могут со своими коньками прийти, и по стоимости оно будет уже ниже, чем с прокатом коньков. А вот какова будет стоимость в этом году? Она не будет особо отличаться от прошлогодней, но и она дешевле, чем у других, так сказать, площадок. Поэтому мы провели мониторинг, и там, по-моему, в пределах 350-400 сомов, вот в пределах этой стоимости будут уже часовое катание. Рядом с катком электрики подключают освещение. Новые LED-гирлянды на елке уже прошли первый тест.
Это энергосберегающие ленты с регулировкой мощности. Они дают мягкий, ровный свет, при этом расходуют минимум энергии. Мы максимально в этом году поставили задачу по использованию энергосберегающих технологий. Даже на фонтанной части, на елке используется энергосберегающее оборудование. В этом году мы уменьшили количество домиков за счет того, что они стали немного больше, поэтому они могут всех людей обслужить. Но за счет того, что уменьшается количество, мы сокращаем энергопотребление. И везде используются лампы энергосберегающие. Максимально, где пищеприготовление, оно тоже будет на альтернативные виды переведено. Это уже отработано из противопожарной безопасности, МЧС отработано, с ЦГСН. Поэтому проблем не будет с этим, люди могут не бояться. Даже на елке в этом году, то, что мы говорим, что мы приобретаем гирлянды, в этом году приобрели их с датчиками, которые энергосберегающие. И максимально снизили, да? Обязательно это учли, чтобы максимально снизить энергопотребление, потому что все-таки праздничное настроение создавать нужно, но мы должны соблюдать все меры. Там будет расход порядка 50 киловатт. Это небольшая нагрузка для елки 35 метров в высоту вместе со звездой, если мы будем считать. По периметру площади уже расставлены домики фудзоны. Их стало меньше, всего 14 вместо прежних 36. Это позволило расширить проходы, сделать пространство визуально легче и улучшить логистику. Праздник такого масштаба требует ресурсов – финансовых, технических, человеческих, но бюджет города не тронут. Предприниматели вновь становятся главными партнерами новогоднего оформления. В общей сложности, концертную программу аренды сценического комплекса, это все за счет местного бюджета будет проводиться. Порядка 5 миллионов у нас заложено на зажжение елки, на все концертные программы, которые будут проходить до Нового года и, конечно же, новогодняя ночь. В общей сложности на оформление, если взять, из бюджета потрачено около 1 миллиона сомов для того, чтобы заменить игрушки, которые вышли из строя, сломались, световые гирлянды. И там на фонтанной части тоже несколько мы будем мафов ставить. В общей сложности в основном это игрушки, световые гирлянды. Остальная сумма средств, она вся покрывается за счет бизнеса. Из местного бюджета, из городского бюджета ни копейки больше не потрачено. Более того, бизнес оплачивает тазовойку за уборку. Бизнес оплачивает водоканалу за используемую воду и за электроэнергию уже энергокомпания. То есть полностью даже коммунальные услуги, которые затрачиваются на площадь, они не ложатся грузом на бюджет. Также даже по прошлому году, по практике прошлого года, в этих домиках, которые работает фудзона, у них работают люди, которым они также выплачивают зарплату, то есть создаются новые рабочие места, выплачивают зарплату, выплачиваются все налоги, предусмотренные налогом законодательством. А вообще в целом ушло на елку 26 миллионов? Это не на елку, это бизнес в прошлом году вложил в оформление площади. Вы же помните, в прошлом году тоже, в этом году еще больше они вложат, потому что сейчас они пока еще расчеты свои досчитывают. Но даже это будет больше 26 миллионов? Больше, да. Но это деньги не бюджет. Это привлеченные средства, в рамках которых мы вместе отработали, и это будет создать такую праздничную площадку для наших горожан. За 3 дня до официального старта город готовит и транспортную схему, чтобы праздничные мероприятия прошли безопасно. Центр будет регулироваться. Относительно закона о тишине, все мероприятия, праздничные гуляния, они будут ежедневно, которые проходят, они в 10 часов вечера будут завершаться. Но так как вы знаете, что центральная улица у нас электричество не отключается в 10 часов вечера для обеспечения безопасности наших горожан и гостей столицы, елка, она по практике прошлых лет будет гореть чуть дольше. В прошлые годы мы отключали где-то в 11 часов вечера. Но мы не считаем ночь 31 декабря на 1 января. Там, конечно, до 12 часов у нас будет праздничный концерт, выступление нашего президента, поздравления, уважаемого Садыра Нурбаджоевича. И после этого мы уже будем завершать наши праздничные мероприятия. Салют? Салюта не будет, потому что у нас уже на протяжении нескольких лет мы придерживаемся правил экологии, максимально снизить все факторы, которые могут повлиять на увеличение смога. Опять же, очень много было обращений горожан. Я понимаю, что очень многие любят салют, это красиво, ждут. Но я думаю, когда мы выправим нашу экологическую ситуацию в городе, с учетом даже все вы, наверное, видели про мусороутилизирующий завод, который тоже делает очень большой вклад в то, чтобы максимально снизить вредные выбросы именно в смог, это формирование смога. И я думаю, технологии тоже не стоят на месте. И уже у Китая есть хорошие наработки по
экологически чистым салютом. Я думаю, рано или поздно мы все-таки уже будем использовать другие технологии и радовать горожан. На площади Алато рождается новогодний город. Через 3 дня здесь засияют 1000 огней. Заработает каток, откроются домики Аязаты и Санта-Клауса, а пушистая 35-метровая красавица станет главным символом зимы. А пока последние штрихи, последние проверки и последние дни ожидания.